31 мая в стране широко и торжественно отметили праздник туркменского ковра. С раннего утра в столичном национальном музее туркменского ковра воцарилась праздничная атмосфера. На просторной площади перед музеем было организовано масштабное торжество по случаю знаменательной даты, широко отмечаемой в стране, национального праздника туркменского ковра. Участники торжества сначала стали зрителями музыкально-песенных выступлений, специально подготовленных деятелями культуры и искусства к этой знаменательной дате. А затем с глубоким вниманием участники торжества заслушали приветственное обращение уважаемого президента, в котором отмечается, что великолепный туркменский ковер, созданный талантом и мудростью туркменских женщин и поразивший мир своей филигранностью, яркостью натуральных красок, это образец красоты, приумноживший сокровищницу общечеловеческой цивилизации. Национальное ковроткачество, произведения которого не имеют аналогов в мире, является древним искусством. В нем нашли яркое выражение наши духовные ценности, берущие начало из глубины веков. Обращение уважаемого президента было принято с большим воодушевлением. Здесь развернулась выставка классических и современных оригинальных полотен национального коврового искусства. В экспозиции представлены великолепные ковры и ковровые изделия, созданные мастерицами на предприятиях Государственного объединения Туркменхалы и в частных мастерских. В их числе новые художественные работы, воссозданные по репродукциям древних туркменских полотен. Ковровые полотна, которые на протяжении тысячелетий поражают мир своей неповторимостью и изяществом, являются замечательным творением туркменских мастериц. Как известно, орнаменты ковра – неотъемлемый элемент государственных символов независимого нейтрального Туркменистана, олицетворяющий единство и сплоченность нашего народа, его верность заветам предков. Благородные инициативы героя Аркадага по популяризации национального наследия в мире успешно продолжаются под руководством уважаемого президента. Кроме того, ковровые гёли широко используются в архитектурном облике беломраморной столицы. Следует отметить, что международный аэропорт города Ашхабада в сентябре 2016 года был внесен в Книгу рекордов Гиннесса за архитектурную особенность пассажирского терминала, получившую название «Самый большой гёль». Внесение туркменского национального искусства ковроткачества в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО вновь подтвердило, что ковры, являющиеся неотъемлемым атрибутом быта, признаны прекрасным памятником культурного достояния в сокровищнице общечеловеческих ценностей. На прилегающей к музею площади под открытым небом воссоздан поэтапный процесс создания ковровых полотен. Праздничную атмосферу поддерживали выступления музыкальных коллективов. Наряду с великолепными коврами на выставке демонстрировались различные ковровые изделия, которые на протяжении веков занимали важное место в повседневной жизни туркменского народа. Среди экспонатов, представленных отечественными предпринимателями, работающими в сфере ковроткачества, разнообразная сувенирная продукция и уникальные произведения декоративно-прикладного искусства. Гости осмотрели представленные здесь ковры, созданные усердным трудом искусных мастериц. Презентация здесь национальных ценностей, скакунов и алабаев произвела на гостей большое впечатление, повысив значимость и уровень организованной по случаю знаменательного праздника выставки. Как подчеркивает герой Аркадаг, туркменские ковры и искусство их ткачества – это школа воспитания, проходящая сквозь века. В стране создаются все благоприятные условия для дальнейшего развития коврового искусства и для творческой работы искусных женщин и девушек, создающих прекрасные ковры. Искусство ковроделия, являющееся национальной ценностью, созданной народом на протяжении истории, в современную эпоху эффективно развивается. Затем состоялось чествование работниц ковровых предприятий, которым, согласно указу уважаемого президента, за большие заслуги в развитии национального искусства ковроткачества в независимой нейтральной отчизне, в прославлении в мире непревзойденной красоты и филигранности туркменских ковров, являющихся гордостью нашего народа, в отделке ковров художественными орнаментами, учитывая добросовестный самоотверженный труд на протяжении многих лет и профессионализм, а также по случаю праздника туркменского ковра присвоено почетное звание «Заслуженная ковровщица Туркменистана». Награжденные выражали сердечную признательность герою Аркадагу и уважаемому президенту за неустанную заботу о сохранении национального достояния, создание всех условий для передачи традиций искусства ковроткачества будущим поколениям, подготовки талантливых ковровщиц, а также за присвоение высокого почетного звания. В стране проявляется огромное уважение к женщинам и девушкам, продолжающим это филигранное искусство, и к их благородному труду.
Как и в каждом году, в 2026 году, проходящем под девизом «Независимый нейтральный Туркменистан. Родина целеустремленных крылатых скакунов. Эры возрождения новой эпохи могущественного государства», глава государства высоко оценил их работу. Как известно, узелки ковров, ткущихся из чистой шерсти и шелка, особенности их ткачества и сочетания цветов привлекают внимание ковроделов всего мира. Женщины и девушки, удостоившиеся наград, выразили слова искренней признательности национальному лидеру туркменского народа, герою Аркадагу и уважаемому президенту за созданные условия и возможности. Затем состоялась церемония вручения специального диплома Международной организации тюркской культуры Государственному объединению Туркменхалы за вклад в развитие коврового ремесла в тюркском мире, а также благодарственных грамот лучшим мастерицам отрасли. Выступивший на торжестве генеральный секретарь Тюрксой Султан Раев подчеркнул, что сегодня в Туркменистане широко отмечается праздник туркменского ковра, бесценного достояния не только туркменского народа, но и всего тюркского мира. Как отмечалось, ковры являются не только текстильными изделиями, а материальной ценностью, вобравшей в себя исторические корни, художественное творчество и духовное наследие тюркских народов, являясь значимым вкладом в мировую культуру. В этой связи Султан Раев от имени Международной организации тюркской культуры поблагодарил Государственное объединение Туркменхалы и лучших ковровщиц за заслуги в развитии и совершенствовании древнего ремесла ковроткачества в современных условиях и вручил специальный диплом и благодарственные грамоты. Как известно, гигантские ковры, созданные туркменскими женщинами, сегодня внесены в Книгу рекордов Гиннесса как мировое чудо и стали гордостью туркменского народа. Награжденные выразили слова глубокой признательности. Затем, по случаю широко отмечаемой в стране знаменательной даты праздника туркменского ковра, здесь развернулись музыкально-песенные выступления мастеров культуры и искусства. Ковровое искусство нашего народа в настоящее время, являясь примером стремительного развития перерабатывающей промышленности в стране, как одна из ведущих экспортно-ориентированных отраслей, производит продукцию, пользующуюся большим спросом на мировом рынке. Музыкально-песенные выступления стали прекрасным праздничным подарком для туркменских ковроведов, а также женщин и девушек. В концертную программу были включены песни, воспевающие профессиональное мастерство туркменских мастериц, дружбу и братство, прекрасную природу, взаимоотношения людей, а также реформы национального лидера туркменского народа, героя Аркадага, и уважаемого президента, направленные на благо страны и народа. Участники концерта встречали каждое исполненное выступление бурными аплодисментами. Türkmen halati arkada dövrümün büyük manati Türkmen halati Türkmen halati arkada dövrümün büyük manati Türkmen halati